учитель, какой он? Для каждого эти критерии индивидуальны. Кто-то скажет, что он обязательно должен быть самым умным. Для кого-то это добрый человек, который может найти подход к каждому. Но самое главное, чтобы учитель был счастлив, а для этого нужно немножко тепла и внимания. Мы вышли на улицы нашего города, чтобы узнать у жителей, каким им запомнился любимый учитель. С днем учителя, с днем учителя, наши милые учителя. Жизнь не сладкая, ночь с тетрадками и с мелком целый день. Знаете ли вы, какой праздник отмечают 5 октября? Конечно, 5 октября будет День учителя. Это основной праздник моей мамы был. Она у меня учительница была. Да, День учителя. Да, конечно, День учителя. День учителя. День учителя. Каким для вас должен быть идеальный учитель? В первую очередь добрым, любящим детей, ну и, соответственно, профессионалом. Мне кажется, он должен относиться с пониманием к детям. Ну, во-первых, справедливым, доброжелательным и относиться к каждому человеку, хоть двоечник, хоть там отличник, на одном тоне. Идеальный учитель должен любить детей, добросовестным, не ругаться с ним, всегда общаться нормально, не надо на них голос повышать. Эти дети, они быстро обижаются. Идеальный учитель в первую очередь, наверное, должен быть мягким, добрым и понимающим детей, его проблемы, его радости. Он должен воспринимать так, чтобы ребенок понимал, что его чувствует учитель. Каким вам запомнился ваш любимый учитель? Ой, терпимостью, любовью и, наверное, спокойствием. Наш любимый учитель – это Корытник Надежда Александровна, 8-я школа. Она была классным руководителем моей дочери. Мы до сих пор с восхищением вспоминаем о ней. Помним ее доброту, ее хорошее отношение к детям. Она всегда понимала детей. Я даже, когда ходила на ее родительские собрания, я училась чему-то от нее. Она никогда не была критически настроена к детям. Она всегда с добротой, с желанием подсказывала родителям, как нужно правильно воспитывать своих детей. Я вот этому училась у нее. Она нас поразила своей добротой. Когда пряники, это самое большое лакомство было, пряники, вот, которые сейчас продают. Сейчас мы их не покупаем. У меня сын говорит, это деревенская еда, мам, ну что ж ты покупаешь? А тогда для нас было это самое, наверное, первое лакомство. И вот она однажды нас угостила пряниками. Так я запомнила это на всю жизнь, какая она была добрая. Делилась она со всем. Не только знания давала, душу отдавала и готова была все отдать детям. Всех учителей с днем, с праздником, успехов вам, замечательных достижений в профессиональном пути, и чтобы вас все ученики обожали. Дай Бог всем учителям здоровья, удачи, хлеба, соли, денежки, душевное равновесие. Пусть они всегда при своей работе. Я хочу, чтобы вы на работу шли каждый день, как на праздник. Пожелать им всем в первую очередь крепкого здоровья, терпения, понимания и побольше хороших детей и хороших родителей. С днем учителя, с днем учителя, наши милые учителя.